темских автомобилей не хватило. Аянда берем исторический история балы күн балы вақыт Чуваш действительно балы курсы жүріп Жат бір десе мүжін қалады, мүжін десе сен мына жерге не кетпедіңдер. Чуваш жерге бірде мұнда бұстарыңыза баян қамыр республика құрудың ағасы өмірге тұбадыза шашырда жергелеме кетмеді. Брадыргеға қара кардаты даттыр. Кардасем емлі, қағатлы, поэзия құлшынашы, первый путра құрдағаны келем халық представителі. Сонда да бұнда мұнайыстары апырғында зеледемер үйде бұзады. Чуваш чуйне, республикаға құрдаған халық сен өмінде Небірқұрге барымны сенсен. Таким диаспорге представитель представитель по нашему засуду. Сен құрге майкин гаражында почему құрғасы. Шул ветер загона репез Максимде, Чаварса Максимде. Единствие народов силы России. Александр Тиховата, Сандада Беречева, Россия, Галнах, Халық Тузи Лизесин, Крымов Лизесин, и Республика Волгия, Тусы Бурдасы, Бадада Тусырах Бурнар, Бадада Бурдегри, Игорах Курсабра, Чуваш Немигелебе, Burada bir kuşlarınıza mayınların şakşaka layık sunbat varsa balık sürücü olur. Aca sen şimdi, vati sen şimdi, şamı sen şimdi, tuğul halık sürücü, halık valdi. Sonunda da bir burada burada kuşlarınıza sadece kuşlarına gidermişim. Daha zaman arkadaşlar Республика Курсовки Михайловича Игнатьева, Рухайну Фазы Бесак, Сурда, Шавахалах, Сель, Суркедума, Южны, Албусры, поэзия Ибир, Альтивра, каждый год здесь Ватамеш, Навер, Тельне, Худаярза, Кирлибек, Семетель наш. Sonunda da halka karşı biber silince, biber silince birlikte, kurye birlikte, kusu fırınza, şakşotra, acasem, şamlıksem, terli birlikte, simiterze, bizim isimli kuş, şülifaya, sekreter, simbolçer, biber zemkin tarafı. Kuşla bu ifirdan da, olmasan da hakkında. Пойти. Зачем? Мне говорить, сами прочитайте. Ну-ка, вперед. Спасибо. Слава Богу. Здравствуйте, здравствуйте. Слава Богу. Ну, прическа. Да. Новый Санзар Мазюк, да, кунда? Друг. Каштагна Израима. Я просто очень Грозного поздравляю с ним. Есть, конечно, ночью, 12 часов, 40, не тоже такой проходит. В городе не так, наверное, осталось.
Все, с порога начинаем, да? Да. Всё. Написали как? Единство народов. Единство народ. Берег Волги богатый. Говорю, Валерий как заказал, тоже найдем для него. Да. Есть еще предложение, если потом мы его увеличим, Пособие сделаем. такой мраморный плиты, не питать. Вот туда. Открытие первыми основателями Дома Дружбы и начинать главу республики и руководителя там азербайджанского, армянских, там, всех перевести. 2017 год. Да. И вы останетесь специальнее. В ноябре месяце. Это будет история. Ваши дети будут приходить и скажут, вот мой отец основатель этого дома. Ну все. Вот сюда встанем. Да. Фотографируйте. Других народов, любимых наших народов нашей республики, это вот, смотрит на меня представитель азербайджанского народа. Что ты хочешь сказать? Это дело 25 лет, чем 25 лет было, что создание к счастью, она ищет. Поэтому это она даст еще больше поддержки, чтобы больше мы общались, больше знали культуру друг друга. Знаете, когда не знаешь культуру других народов, естественно, и говорить не учат. И как здесь было сказано, чтобы дети, наши дети приходили, знали, познакомились значит, вместе. Поэтому я думаю, что нам делить нечего. Мы должны работать на благе Чувашской республики, на благе России, и чтобы у нас всегда было дружеское отношение. Но я пользуюсь вот этим моментом, Геннадий Константинович, разрешите поздравить вас от имени наших друзей с днем рождения. Вот вчера было день рождения. И пожелать вам здоровья, любви, чтобы вы, как вот начали, несмотря на короткое время, чтобы дальше работать и создать. Потому что все зависит от лиги. Лига, если будет работать правильно, то все будет хорошо. Спасибо. Спасибо. Он всегда с нами, он всегда очень активный, он на всех мероприятиях участвует. Вкусно плов готовит. Вкусно плов готовит, еще хорошо умеет петь и плясать. Я в этом убедился в Комсомольском районе. Сегодня мы начали в своем кабинете, в своем офисе ремонт. Все. Мы очень рады, что Дом Дружбы открывается. Наши дети, наши внуки потом будут здесь продолжаться, наши работы. И вот честь вот этого дня мы без плова у нас не бывает. Вот после собрания я вас приглашаю попробовать узбекский плов. Спасибо. Ну что ж, у нас великая Россия. В России живут более 200 народов, национальностей. И, конечно же, Россия это такое государство, где определяющей нацией, если хотите, является русская нация. Русские, мы, если хотите, на русском разговариваем, по многим направлениям по-русски мыслим и по-русски творим, объединяя свои
национальные качества, лучшие качества вокруг этой нации. Я хотел бы слово предоставить вам, представители русской нации, под бурные аплодисменты. Во-первых, я всех поздравляю с этим замечательным событием, потому что мы действительно, я думаю, все очень ждали, когда у нас наконец-то появится в республике свой дом дружбы. И эта мечта-то, оказывается, с детства. Помните там? Дом дружбы. И мы строили, и наконец построили. И вот мне хочется нам всем пожелать, чтобы как можно быстрее мы могли сказать, мы строили, и наконец построили. Но дело ведь не в том, что мы отремонтируем это здание. Дело не в том, что мы его там украсим всячески, территории и так далее. Самое главное, что мы должны сделать, чтобы в этом доме был действительно дух дружбы. И вот когда этот дух там поселится, тогда мы можем с честью сказать себе, что мы его построили. Вот. А если еще более серьезно, хочу сказать, что у нас есть замечательные примеры имени Пожарского, который в самый страшный, может быть, для России час собралась, там были люди разных национальностей, и они пошли и защитили Россию, и отстояли суверенитет, говоря современным языком. А потом мы никак не можем не вспомнить этот замечательный пример, это подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны, когда действительно, если бы не вот это общий этот порыв, когда никто не делил, моя там территория завоевана, люди жили очень далеко от фронта и шли добровольцами на войну. И действительно, только вот эта дружба, только вот это вот сплочение, оно помогло от мирового зла человечества избавить. И сейчас мы вот наблюдаем какие-то моменты там с Польшей, наверное, многим очень больно это воспринимать. Но все равно я думаю, что победит разум и победит такое вот братство. Потому что без братства жить невозможно. Братское плечо – это то плечо, на которое ты можешь всегда опереться. И это то, что не подводит никогда. Вот. Я думаю, что это замечательно, что мы здесь стоим, что за нами, за всеми очень много людей, которые к нам хотели бы присоединиться. И будем строить этот дом. Спасибо. Спасибо. Желание Дома дружбы, чтобы люди шли сюда и заходили, и всегда находили как бы для души место для удовлетворения своих духовных, нравственных потребностей. Это очень важно. Ну что ж, без представителя еврейской диаспоры это невозможно. Еврейский народ всегда был сильным, мудрым, умным. У этого народа есть чему учиться. Прекрасно. Потому что грузины всю жизнь принимали за свою, армяне тоже за свою, евреи за свою, но как русский человек, я это все в себя объединила. Вы счастливый человек, очень счастливый человек. Конечно. Ну, поскольку и представляю русский центр, и отсутствующих тут представителей еврейской диаспоры, я могу сказать, что действительно согласиться со своими коллегами, очень долго ждали Дом дружбы народа, и слава Богу, что он наконец начинает появляться. У нас очень много было всяких всегда планов, проектов, реализации этих проектов. Я думаю, что сейчас они будут, как говорится, множиться, нарастать, и мы продолжим нашу работу на уже другом уровне. Мы уже выросли из одного уровня, выходим на другой, уже общероссийский. Спасибо. Спасибо за очень добрые слова и добрые мысли. Можно считать, что у нас исторический Лев Пантелеймонович, который на нашем коже, то малонациональный народ, который проживает из Чувашии, это больше шем, чем, допустим, русские, чуваши, татары. Потому что сегодняшний день с вашим усилием огромное спасибо вам, министру культуры Константин Яковлевич, вам огромное спасибо, что сегодня для нас город Чебоксары есть место, где мы можем прийти
собираться вместе, вот так разговаривать, обсуждать наши дальнейшие работы, которую мы ждали долго-долго-долгое время. Хотел еще раз огромное спасибо вам. Мы знаем, какой труд, какую работу вы провели для того, чтобы сегодня мы собирались в нашем дружном народе и клали первый камень. Спасибо. Хотел бы спасибо вам огромное сказать за это. Остальные, я думаю, все сказали. Ну что ж, Валерий Николаевич, вот здесь присутствует представитель, почетный председатель комсомольского, Землянского комсомольского района, почетный президент. По существу он очень много делает для укрепления дружбы народов, и не просто словами, и делами очень много помогает. Мы его пригласили для того, чтобы он всегда с нами был, как член нашей ассамблеи. Я хотел бы, чтобы вы несколько слов сказали. Заслуженный строитель России. Заслуженный строитель, много у него званий, названий. Я уж, как его называть, все это не буду. Товарищи, знаменательный день сегодня. Вот. Вы пришли сюда. Не поддержим. Все-таки здесь вот учебно-производственный комбинат Минстроя Чувашской Республики. То есть Был. здесь столько много строителей, то есть профессий, каменщики, работушки, дипломщики. То есть отделки всех специальностей, они работают на всех стройках Чувашии за пределами нашей республики. То есть очень добрые дела. Здания, то есть хорошие дела здесь, то есть хороших специалистов много будущего. Да. И вот то, что вот сегодня Продолжается. это очень здорово. Вот я строить дом. И потом, вот я был в Самаре, пригласили Тургая, творческий вечер там проводили, и мы там были в доме дружбы народа. Это очень здорово, там все было организовано. Я про себя что там думал, вот почему у нас нет вот этой республики. И вот сегодня, пожалуйста. У нас должно быть это здание лучше, чем в Самарской области, чем в любом другом месте. Потому что мы такие здесь собрались люди. Дело же не количеством людей на мероприятиях определяется. Это те люди, которые здесь сейчас поштучный товар. Вы самые значительные. Ваше участие является определяющим фактором решения многих вопросов. Это очень важно. Ну, здесь, конечно, очень много работы предстоит. Как у нас есть ваша поговорка. Красиво сувать сабра, Да. народ плюнется, образуется озеро. Спасибо. Вот это да. Если мы все, каждый там соберемся вместе и Делаем. прекрасно здание мы то есть, построим, ну, здание-то построим, то есть отдел имеется в виду. Спасибо. Да. И много-много дел таких благородных, то есть мы достаточно ценны. У нас многонациональная республика. Я хотел бы представить другому нашему спонсору, который нам много помогает. Здесь находится молодой симпатичный человек, Олег Федорович Ермолаев. Я очень прошу вас, так, вы его знаете, он активный человек, и много сделал и в оказании помощи Институту культуры. С вашей помощью много там сделано. Мы надеемся, здесь ваше участие тоже как его, будет заметным. Вам слово. Очень важно, что дружба народов в России это очень такое тяжелое время очень не хватает. Поэтому такой дом наша республика очень надо. Поэтому, Лев, с вашей помощью, с вашей поддержкой, с поддержкой всей республики и главы нашей, будет этот дом самым лучшим в нашей республике. Спасибо. И при нашем активном участии. Если хотите клятву, что мы будем принимать активное участие, делаем этот дом самым добрым, привлекательным, аурой доброй, чтобы этот дом был историческим домом и всегда служил примером укрепления дружбы народов, примером единения
примером укрепления и Чувашской республики, социально-экономического духовного развития, и в целом Российской Федерации, где мы живем, нашу родину мы любим. Давайте прикасаемся Не меняй, Юра. до этого. Не меняй, Юра. До этого, значит, принцип, я хотел бы, как его здесь Николай Ильич, я знаю, вы иногда поете, не забыли ли вы, как поется народные песни? Давайте-ка, дайте нам это почувствовать. Спасибо за прославленное слово, Лев Петрович, уважаемый министр, уважаемые коллеги. Вот для меня это дружба народа, это не пустые слова. Я сам с детства, мы земляки, мы с татарами вместе росли, как говорится. Я учил татарских ребят, сам потом учился с ними вместе. Потом, как говорится, для меня это великие слова дружбы народа. Вот. Сейчас мы на прекрасной этой улице Кузангая, народного поэта Чувашии, уроженца Татарстана. Вообще-то все великие аксакалы выходили из Татарстана. Я помню, Семен Москвичев, помню, руководителя, общался, мы были. Вот. Многие наши деятели из Татарстана, вот, выходцы. Поэтому я хотел бы, это о чем говорить? Это о дружбе народа говорить. Хотелось бы, вот эту улицу, я на этой улице живу, вот эта улица процветала. Может быть, действительно, пешеходной улицы было и так далее. Хотелось бы так. Надо думать об этом, да. Ну, у чувашского народа есть такая песня, не менее, это значит, никогда Чуваши, вот, у меня отец дом строил, метод мне помогали, все родственники. Вот этот дом надо строить все общие усилия. Согласитесь? Это дом дружбы народа. Я хотел бы спеть одну песню, народную песню, не менее, если получится. Не меня, тавана марсам, не меня, я лишь тапуски, не меня, о да були, не меня. Не говорили, синземга яснимене, эх, умакулиня, каярхат ванземени меня. Молодец! Ну, после исполнения такого гимна, не менее, как его уже настроение еще у нас у всех поднялось, верно? Хочется как можно быстрее взяться за работу. Давайте закрепим круговую наш принцип, как его прикасанием руки, что обещаем, чтобы этот дом дружбы народов. Да. Все вокруг. Все вокруг давайте, все прикасаемся. Все молодые, все. Чтобы дом был самым красивым, добрым, гостеприимным, и всегда люди сюда шли настроением, уходили настроением. Так или нет? Шаплавулдар. Шаплавулдар. И теперь приглашаем. Пусть крутится. Может, ну и ладно. Выкатывает, да? Да, прям лопатой туда. Ну, министру можно 2 лопаты. Все, давайте. Спасибо. Вот лопату одну, вторую тебе чуть-чуть. Каждому оставьте по лопате. Ой, şirin buladın, ne kadar şirin buladın. Туру булуштар. Лайық болдар. Нормально, каждый по лопате и достаточно.
Да. А вот давай, держи. Нет, я вручную, молодец. Да. Вот так. Сзади еще есть столб, сзади. Да, давай назад тоже. Один одному, тут не хватит всем. Так, кто еще следующий? Да. Все не будете делать. Да. Хватит, давай, прямо оставляй. Институт культуры, я прошу вас. Барем Хальдумазан и Петр Маргаранговаш. Световой парки. О, Ширапулда.